Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Сначала новости из Якутска. Новости, как обычно, и хорошие, и плохие. Двух рыжиков, собачку и котика, забрали. Черного котейку не смогли найти. Сказали, что какой-то мужик ходил по подъездам и собирал котят. Можем только догадываться, для чего. Что ж она маленькая? Да, она там куда валится, она видно, на такси не сидела. Когда собака вот так вот тянет, снимает, дикует, то это плохо. Потому, видишь, ошейник на порядок надо еще закинуть. Не бойся, не бойся. Что иначе она у меня, если она здесь убежит, мы ее потом не поймаем. Первое время пусть посидит, освоится, потом ослабит. Кушать может. Пальцы пролазят. Не бойся. Не бойся, вот ложись. О, молодчинка, молодец. Потом по одному там будут. Друзья, у рыжего кота обнаружены то ли обморожение на лапках, то ли ожог. Кровоточит. Повезли в клинику, заодно и кастрировали. Кот с трудом приходит в себя. Это говорит о том, как лечат там некоторые врачи и как там кастрируют тоже. Когда волонтеры ходили в поисках черного котика, они увидели много бездомных кошек. Почти в каждом подъезде к девочкам бросались голодные, тощие кошки. Но совсем недавно сняли с рейса кошечку другого куратора под надуманным предлогом. Похоже, вывоз бездомных страдальцев закончен. Котик сидит. Зашли в первый попавшийся подъезд, и тут на тебе. Сидит, тарахтит, обрадовался. Это подъезд. Исхудавший. Плохо выглядит. Так, взрослый, где? Взрослый. Тянется к человеку. Летит как трактор. Жильцы возмущаются, что загадили подъезд.
Друзья, наверное, все вы уже знаете краснодарского волонтера Евгению. Десятки и сотни спасенных и пристроенных жизней этой девушкой. И вот такая беда. Сложнейшее заболевание позвоночника. Впереди сложная операция без гарантий выздоровления, как сказали врачи, и, возможно, инвалидная коляска, как говорит Евгения. Друзья, у нее остаются спасеныши, которых она поставила уже прививки, обработала и очень надеялась, что пристроит, но не пристроила. Давайте поможем Жене. Срочно нужны семьи для этих малышей. Нас много. Мы можем выделить уголок однажды спасенным от гибели. Посмотрите, может, выберите мордашку. Неужели такие чудесные ребятишки пойдут снова на улицу на верную гибель? Она вынуждена будет отпустить их снова в лесополосу. Она уезжает в другой город на операцию. Я благодарю всех, кто помог выжить погибающей московской собачуле Вербе. Сейчас Верба на передержке вместе с Робином. Она стерилизована, раны зашиты, заканчивает лечение. Это очередное наше с вами чудо, подаренная жизнь. Вербочка, ты моя девочка, кушай, кушай. Кушай, моя сладкая, кушай, моя красивая девочка. Ты мое солнышко, ты кушай. Моя маленькая, да, зайка. Моя куколка. Шейку твою зашили, вот видишь, как зашили. Шейку красиво сделали все. Моя маленькая. Вот она, моя девочка. Сейчас покушает и пойдет в свой домик. Следующий крик о помощи из Кисловодска. Девушка Эля подкармливала бывшую домашнюю, гонимую всеми собачку. Однажды она увидела, как дети пинают Синди за то, что та подошла. Синди, увидев девушку, бросилась к ней, прося защиты. С этой малышкой не все просто. У нее фиолетовый язык и такой же пигмент кожи. Необходимо обследование, чтобы выяснить причину. Давайте, друзья, соберем Синди на клинику, на обследование, на то, чтобы она приехала. Синди знает поводок, и по ее поведению видно, что когда-то она имела дом. А сейчас вот скитается по улицам, такая беззащитная и такая маленькая. Синий язык, фиолетовый. Вот кончик языка виден здесь. Он весь вот такой фиолетовый язык. Кожа у нее такая темная. Что это, пигмент? Или что это такое? 35 где-то сантиметров в холке. Максимум 35. Ну такая бедочка. Посмотрите, какая маленькая. Голодная на рынке, фиолетовый язык. Капец. Моя девочка, она за всеми так ходила, просила покушать. Если ее спасать, то успеть до отравления, сажать на поезд, а в Москве обследовать. Но все упирается в деньги. Если вы поддерживаете ее спасение, то мне нужна ваша помощь, друзья.
Откликнитесь, пожалуйста.